Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieczne. Amen. Nie dodajcie tego. Najmilejszy, wśród nas zebranych u imię Chrysta, kab zlaści Bogu najświętejszą ofiarу, стоять сьогодні діти, які перший раз приймуть у Святої Комунії Пана Єзуса. Гэта вельмі важная хвіліна для касцёла, які радуецца з новых удзельнікаў стала панскага. Гэта таксама вельмі важны момант для вас, дзеці. Ад гэтай святой імшы будзеце часта спажываць хлеб, які дае вечнае жыццё. Няхай гэтае благаслаўленне вады і акрапленне ёю прыпамінае дзецям, якія сёння першы раз у поўны спосаб будуць удзельнічаць у святой імшы, а таксама і нам усім вялікую годнасць дзяцей Божых. Пане Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez chrzest одарил nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Uzględź na nas i uczyni, aby my okropлены этой водой обновили свой дух и служили Тебе чистым сердцем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогие дети, попросите ваших батьков об благословении. Благослови тата, благослови мама, долонями своими, бо сёння Христа прийму разом з усіми. У гэту хвилину і в радості, і у смутку, нехай благословляють нас батьковські руки. Нехай Тебе Бог благословить. Нехай Тебе Бог благословить. Нехай заховає Тебе від усього злого. Нехай заховає Тебе від усього злого. Нехай Тебе веде і оберігає. Нехай Тебе веде і оберігає. Каб узрастав Ти в ласці у Бога. Каб узрастав Ти у ласці у Бога. І у людей. І у людей. А я Тебе благословляю. А я Тебе благословляю. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Запрошаю. Сьогодні просимо вас, ксьонд Станіслав, каб подчас гэтай урочистой святой імши вы удзялілі нашим дзецям першай камуніі святой. Просим об молитве за наших дзяцей, каб яны захавалі і пребывалі ў каталіцкай веры, чыстай любові да Бога і святого касцёла, а мы сваім прыкладам і молитвамі дапаможам ім у гэтым. Дорогие батьки, это важная подея для нашей парафии. Тому я с радостью уделяю вашим детям першей святой камни. Дякуємо Пану Богу. У этой святой мши будем молиться о Божьем благословении, о бедственной святейшей Панны Марии, ласцы моцного здоровья для Романа, з нагоди дня народження і о потрібних ласках для Ульяни. А на початку нашей молитвы, нашей встречи с Иисусом Христом, перепросим Его за наши особистые молитвы. Споведаемся. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заступи Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, усюши нам грехи, доведе нас до життя
життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. А на землі супокой людям доброї волі. Хвалиться Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалим Бога Отця. Молимся. Всемогутный Боже, мы верим, что Златца свету пробывает с Тобою в славе. Выслухай наши покорные просьбы, и дай как згодно с Его обетованием мечува, что Он состоится знамя до скончания свету, який с Тобою живи и владает в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Вірші читання. Читання книги діїв апостолів. Ти
читанні книги Апокаліпсиса святого Яна. Я, Ян, почув голос, який казав мені: «Вось прийду не в забаві, і отплата моя со мною, как отплатить кожному поводле учинков ягоних. Я есть Альфа и Омега, перший и опошний, початок и конец. Щасливые тыя, хто має шати своє, каб мець уладу над древом життя і праз браму увойсти у город. Я, Єсус, послав моего анёла засведчить вам про гэта у костелах. Я, корень и потомство Давида, ясная ранішняя зорка. А дух і невеста кажуть: прийди. І хто чує, нехай скаже: прийди. І хто прагне, нехай прийде. І хто хоче, нехай возьме воду життя дарма. Той, хто свідчить про гэта, каже: так, хутка прийду. Амен. Прийди, Пане Єсу. Гэта Слово Божие. Дякую вам, Богу. А это значит,
сказали нам у Евангелии, что и он сегодня молится, как мы все были одно, как мы жили в неким таким единстве. И вельми важно, разглядаючи ось гэтыя моманты, дзе, ну, сапраўды, дзе нас штосьці можа дзеліць, дзе мы часамі можа дзелімся нечым, каб мы былі в некім такой супольнасці жылі хрысціянскай. Вельми важно, каб мы затрымаліся на тым, ці мы адно з Езусам Христом. Ці мы з ім адно. Вот это вельми важно. Бо, ведаеце, неаднойчы прыходзяць да мяне людзі і кажуць: ну, за Станіслав, скажыце, калі ласка, што вы параіце? Што трэба зрабіць, вот як нам пераводзяць той момант, каб вось паспавядацца? Вот мне так, ну, цяжка мне паспавядацца. Вот што зрабіць, каб яго пераводзіць? І адказам на гэтае пытанне ёсць не што зрабіць тэхнічны нейкі момант, альбо псіхалагічны. Это той момент, наколькі я хочу быть близко Иисуса Христа. Вот наколькі я тоже быть с ним близко. Вспомните, старейшие, свою молодость, а молодшие такую далекую молодость. Они бы хотели, молодых хлопец хотел встретиться с молодым кровью девушкой. И что точно запытаться, что зробить, как вы встретиться? Я хотел одолеть, что с ним на часу, что батьки на праці там може це не працю треба виконати, може вовремя працю приказів посім'яно. Приходили сюди, питатися, ці слова подскажіть. Но там я не думаю, что я научился, там они помолчи, или те приковали до голови. Чому? Бо питання, я наражено зустрітися з цією особою. Бо мені приємно було бути з цією особою. Може, не було мені часу, коли там полгодини, але хоч на 5 хвилин зустрітися. Взяти за руку, привітатися, усміхнутися. И коли было мне это проблемы, то я забил все. Переодолел розные перешкоды. И все то, что уже мне так, ну, не на руку было мне, не по дороге, что называется, сегодня выехать, заехал на период. И вот тому откажи на это питание, насколько ты правильно, что можешь встретиться с Иисусом Христом. И тогда отпадает питание, что мне не сильно хочется споведаться. Почему? Бо коли я разумею, что я хочу встретиться с Иисусом Христом, а грех мне не дозволяет, я уже конкретно верю, что мне сделать, чтобы встретиться с Иисусом Христом. И там уже не важно, быть священным. И не важно, быть священным с Иисусом, священной семье. Я розум можно подъехать. И целью сгонять. Вы что таким моментом? Положение, браты, сейчас ты отказываешь на это питание, бо Иисус Христос сегодня не просто так молится. Это еще его молитва, да? И Иисус начинал своего, что небо и молился так, Отче Святый. Не только за них прошу, за апостолов, да? Але я прошу за всех, кто поверит, научиться апостолов, как яны были одно, так как я с тобою. И как яны были одно со мною. Это не важно. Але, как имкнуться до этого единства, удельничать в этом единстве, в этой встрече с Иисусом Христом. Помкнения эти начинаются коли? Начинаются на святым кросте. Начинаются на святым кросте. Чому? Бо коли запаливается свечка на святым кросте, и эта свечка тримается батьками,
важна, што удзельнічаючы ў сённяшняй урачыстасці, варта дзесьці задумацца і адказаць на гэтае пытанне, ці вось мае дзеці трымаюць запаленую эту свечку. Свечка запалена на сімвал Езуса Христа. Вось гэта сімвал Езуса Христа. Это не берег. Спокойно. Не трэба гэты вагон тут обмазваць, загарэцца борода, ці не загарэцца. Не важно. Символ Иисуса Христа присутствует среди нас. Жадаю, уважаемые братья и сестры, как этот символ Иисуса Христа был завжди живым в нашем житті. Живым. Бо то, что мы сегодня удзельнічаем у першай камуніі, у двух наших парафіянаў наймалодшых, то это дзякуючы тому, что бацькі хросны, можа бабулі дзядулі, рабілі ўсё, каб не патушыць гэты свет. Усё рабілі, каб не патушыць гэты свет. Вучыліся выракацца злога духа, адракацца ад яго, і вучылі вызнаваць веру ў Езуса Христа. І сёння мы гэта зробім, скажем так, супольна, гэта супольна. Але і далей, паважаныя бацькі, вам абавязак на вас трывае падтрымліваць гэтае святло. Конечно, уже сёння, можна сказаць, гэтую свечку ўжо не самі трымаюць гэтыя дзеці. Яны ўжо самі адрозніваюць гэтае зло, тое, што эту свечку тушыць, і гэтае добро, якое падтрымлівае гэтае святло. Яны ўжо адрозніваюць, пачынаюць адрозніваць. Але ўсё ж такі дапамагайце ім падтрымліваць. Дапамагайце, не значит, что первый, другой, третий класс и четвертый уже сами на катехезе нема наших детей. В пятом классе уже нема. О чем же он так служит? Что он не взрослый? И пятый, шестый, и седьмый, и десятый, и 11. И только когда им исполнится 18 год, то и то треба отрывать обач. Як каже сьогодні Ісус Христос, у одинстві со своїми дітьми. Экзопери сказал, мы в отказности за тых, кого приручили. Мы в отказности за тых, кого Бог поставил обач нас, и с кем мы жили, кого мы досконально ведали, у нас досконально ведали. Нехай эта урочистость не будет только такой хвилиной радости, Божьей одежды, Божьего стола, віншаванню, презенту. Нехай это будет одним з пригожих моментів у моїй такої довгій довгім складаному житті. Шляху, який в'яде до Ісуса Христа. Аби такий шлях складався з таких моментів, де я приходжу до алтаря Божого и прихожу спожить тело и кровь Иисуса Христа и послушать Его, что Он мне говорит. Я сегодня у Берозина разобрали здесь, скажу, на день народжения. Вы ходили хоть кто-нибудь? Все были? Вы были на рынке? Кого-нибудь? На день народжения были? Ходили? Нет, ходили. Пришел, что тут и что мы робим? Молчим, уши затыкаем, сидим тихо? Нет, пытаем, расповедаем, жартуем. Когда в доме, то поверх вверх, поверх вниз, все веруют, что там действует днюха. Это даже взрослых детей. Взрослые громче селятся дети. А потом что еще? Как уже начинаем говорить, вдруг наговорились и седаем за стол, да? Кто-нибудь отказался от чего-нибудь?
жить целой Троицы. Это то самое, как будет душу народжения и вернуться артами. Нет еще ничего. Хоть нечего. Шляпу воды выпить. Это важно. Вельми важно. І в этом есть ось такий, може, вельми такі екзистенціальне поравнання, да? Але так воно виглядає за Ісусом Христом. І Він хоче накормити нашу душу. І хоче порадити нам відносно нашого щоденного життя, хоче нам благословити. Тому нехай той момент урочистий, який ми переживаємо, він не закінчиться словами «Ідіть у спокою Христа». Але як він тривав далі, кожну неділю, кожен день, по можливості. И что чуть не только наимолодших, как Александр Жовтович, дорослых, мы так само не откладывали это единство с Иисусом Христом на полдень. Только по возможности. Хотели с Иисусом строкаться и жить разом с ним. Там вот такое единство такого, такой супольности, такой братней супольности, такого разумения Бога, желаю и себе, и вам. Наимилейшие дорогие дети, отродженные праз святых рост, называются детьми Божьими и соправдыми являются. Дорогие батьки, вы до старались выховывать своих детей у веры, так как заховать у них Божие життя и развивать его. Подчас росту ваших детей вам улучшились веры, символ Христа, який з'являється соправдним святлом. Примите святого Христа. И это святло доверяется подтримливать вам, батьки, как ваши дети, отверженные праз Христа, заложены поступали как дети святла, триваючи у вірі, могли вийти на зустріч Христу, приходячи до Пана, разом з усіми святими у небі. Дорогі діти, перед тим, як прийняти святую комунію, как я ще докладніше з'єднатися з Христом, обновим обіцяння святого Христу, у яких ваші батьки і хрестні подчас вашого хресту виреклися злого духа і визнали віру у одного Бога. Тому питаюся кожного з вас. Чи вирекаєтеся граху, як жити у свободі дітей Божих? Выракаюся. Чи вирекаєтеся всього, що веде до зла, як не подавав вами? Выракаюся. Чи вирекаєтеся сатани головної причини граху? Выракаюся. Чи вірите у Бога, Отця Всемогутнього Створителя неба і землі? Веру. Чи вірите у Ісуса Христа, Сина Його Одиного, Сана нашого, народженого з Діви Марії, замуженого і похованого, який воскрес померли і сердість пророк Отця? Веру. Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, воскрешення тіла і життя вічне? Веру. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Ісуса Христа, який одрадив нас з води і Духа Святого і отпустив нам грехи, нехай своєю ласкою заховає нас на життя вічне у Ісусі Христі, Пану нашим. Аминь.
Молимся за Ульяну і Романа, які сьогодні впершиню приймуть з Пана Єзуса в Святой Комунії, як любили Його усім серцем і були Йому вірними. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померных, за наших семьях, чтобы Бог наделил их милосердностью, пробачением и радостью неба. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних сьогодні, щоб кожен з нас був вдячний за дар Евхаристії і з вірою і любов'ю переживав зустрічу з Паном Єзусом у Святой Комунії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Добрый Боже, прими Тебе все наши просьбы, так само все Ты, которые тоятся у глубины наших сердец. И выслушай. Праз Христа, Пана нашего. Приносим на алтаря свечку. Бо Ты, Иисус, являешься святым. Ты осветляешь наше тело и показываешь, як жить у правде. Свет Ты. Боже, Ты так чудовно створив свет. Это знак нашей вдячности за Твою отцовскую любовь. Дар алтаря. Это знак нашей вдячности перед Єзу за добриню і любов. Віно, вазок і білий воску, які стануть тілом і кров'ю того, який аж до кінця нас полюбив. Молитесь, браты и сестры, как моих вашу Ахляну, Приямку, а и Отец и Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме Ахвяру слуг Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, которые мы Тебе приносим, и правдутелую Евхаристичной Ахвяре, приведи нас до хвалы вечной. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм Убору серця. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Угодно это и справедливо. Сапраўды Бог на гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старога запавета. І аддаючыся ведзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і агнём ахвяры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хворе анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспынна ўсклікаючы. Небо и земля, полные хвалы.
Освети тебе дары красоту Духа Твоего, как яны станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, когда добровольно вывел себе на муки, взял хлеб, почав себе складаючи ломал и раздавал своим ученикам. Бярите и ешьте с этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным чином по вечеру взял келих, снова перепотяку складаючи, подал своим ученикам. Бярите и пите с его усе, бо это есть келих крови моей нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таинница веры. Обещаем светлою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа хвали. Успоминаючи смерть и мертвых восстания Твоего Сына, даруем Тебе, Пане, хлеб, представители исполнения. Дякуючи, что учинил нас Богом не стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молимся Тебе, как усих нас, прымаючи тело и кровь Христа. Дух Святый собрал ладони. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали Богу любови разом с Папом нашим Францишком, Бископом нашим Антонием и усим духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які постулил надейного воскрешения. И про усих, кто в Твою ласце дошел с этого света. И дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усими нами, как мы заслужили удел житті вечным. У едности с Наисвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом и Абраменком, со святыми апостолами и усими святыми, які страдеку подавались от Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебя, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче, всемогутней в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе реки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокойно. Свет
Тебя, к Тебе молитвы возношу. Целый мир Ты для меня, славлю Твое имя Божие. Я люблю Тебя, Иисус, к Тебе молитвы возношу. Целый мир Ты для меня, славлю Твое имя Божие. Сегодня до Тебе, милый Езу, изгнется мое сердце, Бог, любить Тебя. Пане Єзу, маю одну просьбу. Подари мені таку силу і ласку, как ніколи я к Тебе не отошла, как завсёды про Тебе памятала, и как не лучше с Тобой по житию дошла коленями до неба. Молимся. Выслухай нас, Бога, наш славу, и прослужила Евхаристию Отцу нашу веру Твою, что все тело Христова возъединяется в славе с Христом, своим головою, яки жили и благодарность на веки вечные. Шановний ксьонд Станіслав, шановний ксьонд Станіслав, День Святой Коммунии – это святочный день, свято наших семей и всей парафии. Дякуємо за храм Святої Мши і Божої Сон, керування до нас і наших близьких. Дякуємо так само Сянцу Владимиру за першу сповідь. Дякуємо, шановна сестра Сніжана, за вашу любов до нас, за клопот і терпіння. Знаем, как Божия любовь обманула вас, и просим для вас Божьего милосердия на кожный день. Дорогие батьки, мы вельми счастливы, что маем вас. Мы верим, то, что вы окружаете нас любовью. Можем не завсёды говорить «люблю тебе», але носим вас у наших серцях як найбільший скарб. Сьогоднішнє урочисте свято і ваше свято, бо менавіта ви привели нас до Пана Єсу. Ми ходили з вами в костел і вишили першу молитву. Як же много для нас зробили. Дякую вам. Шановні гості, вельми приємно, що ви приїхали на нашу урочистість. І разом з нами радуйтеся з приходу Пана Єсуса у наше серце. А тому так само дякую тим, хто підрихтував для нас цю урочистість. Поважаний ксьонд Станіслав, сестра Сніжана, ми так само долучаємося до слова подяки наших дітей. Хочемо, щоб ви нас почули це слово подячності. Поважаний ксьонд Станіслав, поважана сестра Сніжана, долучаємося до слов наших дітей і так само хочемо сказати вам слово подяки. Ксьонд Станіслав, з вами у нас зв'язана не тільки сьогоднішня комунія. Ви благословляли нашу сім'ю, наш шлюб. Ви хрестили нашого сина Романа, а тепер ось дав Бог, ви ведете нас
до першей коммунии. Это вельми великая урочистость для нашей всей парафии, старшиню. Тому, конечно, мы ожидаем вам усіх потребных ласк. Але самое главное, что мы можем для вас подарить, это наша молитва. Мы будем мать вас у своих молитвах. Мы будем молиться за вас. Дякую вам, великі і щире, сестри Сняжани, за катехезу, за то, что навчала наших детей, за то, что Божие Слово для них тоже навчали. Дякую великі. І як Ксьонз говорив, ось гэтый агенчик, который от гэтай свечки, мы будем с вашей допомогой, с вашим Божьим Словом подтримливать в наших семьях, с нашими детьми и так само молиться и еще раз молиться. Великий вам дякую. Я прошу пробачення усіх. Забилася, волновалася. Хочеться сказати велике дякую нашим парафіянам за те, що ви прийшли, за вашу допомогу, за эту красоту, яку ви для нас зробили. Вельми велике дякую Елене Васильевне за її теж участь у нашому, так сказати, событии таким великим. Дякую вам усім і низький поклон. І
приймите Божие